Жаловались на плохие дороги и продажу фанфуриков, спрашивали о мерах социальной поддержки, не обошли стороной и проблему гололеда. В ходе предновогодней прямой линии глава Чувашии успел ответить на 30 вопросов, исполнил желание юной спортсменки и рассказал о самых значимых событиях для республики и его семьи. Все подробности в материале моего коллеги Дмитрия Ковалева. Подготовка к прямой линии всегда начинается задолго. Важно не допустить технических сбоев. К примеру, наши операторы отвечают за картинку трансляции в группе «Чувашская республика» ВКонтакте. В этом году Олег Николаев отвечал на вопросы жителей на самых разных площадках – в социальных сетях, в эфире, радиостанций и телеканалов. Важнее всего результаты, ведь зачастую главе региона люди обращаются как к последней инстанции. Прямую линию главы республики можно было услышать в эфире радиоканалов Таван-Радио и Чувашьень, увидеть в группе «Чувашская республика» ВКонтакте и прочитать текстовую трансляцию на сайтах издания «Чувашинформ» и газетах «Ибар». Обращения начали принимать почти за неделю. Можно было оставить комментарии под постом или же заполнить специальную форму. Вопросы адресовали и в колл-центр. Здесь работали пресс-секретари министров. Добрый вечер, оператор Маргарита. Вы дозвонились на прямую линию главы Чувашии. Назовите, пожалуйста, ваше полное имя. Нужна реконструкция перекрестка Богдана Хмельницкого и улицы Фудчика. Так как там пробки, давно ждем реконструкцию. Как показала аналитика Центра управления регионом, большинство вопросов в этом году касалось состояния дорог. Жаловались на Лапсарский проезд, затянутые сроки ремонта на улице Гражданской и пострадавшие трассы в муниципалитетах из-за строительства М-12. Глава республики отметил, что восстановительные работы начнутся весной. Наледи на проезжей части в районах тоже в зоне внимания властей. Когда 3-4 дня подряд идет дождь ледяной, и, соответственно, просто-напросто у нас таких реагентов и не применялось, который топит лед, особенно в сельской местности. Если в городе и на трассе это более-менее, то в сельской местности никогда такие препараты не применялись. И, конечно, они не запасались. Будем учитывать на дальнейшее, будем, соответственно, ориентировать и соответствующим образом делать уроки, в том числе по электрохозяйству. В ближайшее время мы сделаем все выводы, выработаем план мероприятий так, чтобы в течение ближайших 2 лет максимум существенно повысить надежность электрохозяйства. Многие жители республики следят за муниципальной реформой. Немало вопросов на эту тему поступило в колл-центр. Олег Николаев рассказал, что к прямым выборам глав на местах в ближайшее время в регионе не вернутся. Задача – поднять уровень компетенций специалистов в администрациях районов. Я в целом тоже за то, чтобы были прямые выборы, и народ прямым голосованием выбирал себе глав. Но в данном случае это не моя прерогатива. Я не могу директивно говорить о том, чтобы выбирали так или иначе. В целом я разделяю их подход, чтобы пока на данном этапе не резко менять эту процедуру, я бы так сказал, формирования управленческих команд. Олег Николаев взял на контроль обращение из Новочебоксарска. Его жители пожаловались на работу киоска, продающего так называемые фанфурики. Жители столицы республики недовольны тем, что резиденция Деда Мороза на Красной площади стала платной. Василий Казанцев из Алатырского района поинтересовался, что делается в регионе для сохранения чувашского языка, особенно в школах. Что делать, чтобы престиж чувашского языка поднять? Его необходимость его спасения жизни. Мы поменяли подход не изучение языка как грамматики, а изучение языка с точки зрения знания самого языка. И новые учебники, которые сегодня уже имеются до 4 класса точно, а в ближайшее время будут они до 9 класса. Среди наиболее значимых событий года ведущие эфира отметили создание вышитой карты России, запуск газа в Заволжье, открытие мемориала строителям Сурского рубежа и развязки на федеральной трассе в Харкасах, реконструкцию аэропорта. Сверить часы в развитии региона и решить возникающие проблемы как раз и помогают подобные прямые линии, рассказал Олег Николаев. Всего поступило более 200 вопросов. То, что
за год удается в ходе таких прямых линий охватывать сотни, даже тысячи вопросов, это, конечно же, все равно оставляет свой след, и люди в итоге начинают верить в систему власти. И вот поэтому очень важно после этих прямых эфиров, чтобы те вопросы, которые прежде всего имеют реальную основу, проблема озвучена, чтобы была решена, чтобы была доведена до конца. Олег Николаев поделился и своей личной радостью. В этом году он стал дедушкой. Для 13-летней Камилы Вазиковой предновогодняя прямая линия стала еще и волшебной. Глава республики пообещал исполнить желание девочки попасть на цирковое шоу. На вопросы жителей руководитель региона отвечал 2 часа и 26 минут. Этот эфир для Олега Николаева стал 15-м по счету за 3 года и самым продолжительным. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев, Николай Скворцов и Сергей Емельянов. Республика.